Вот. Постараюсь вот отсюда начать. Вы уже затронули те законопроекты, которые были приняты летом, в котором, кроме термина депортация и выдворение, появился новый термин высылка. Вот скажите, а как работает этот закон? Сколько уже выслано людей, вот исходя из того, что вы произнесли, что каждый там рядовой или участковый лично принимает решение, высылать или не высылать, это зависит, как вы сказали, от состояния его семейного бюджета. К счастью, этот законопроект еще не работает. Он вступает в силу 5 марта, через 180 дней после его подписания президентом. И поэтому мы еще не можем говорить о правоприменительной практике никакой. Спросите меня об этом где-то в середине апреля, я вам расскажу, как это начало работать. Хотелось бы, чтобы Россия до этого развалилась, конечно. Вы помогаете трудовым мигрантам как правозащитник и юрист. Почему власти их стран не вступаются за своих граждан? Очень трудно ответить на этот вопрос. Во-первых, не все власти, не всех стран не вступаются за своих граждан. Таджикистан периодически вступается за своих граждан. Это единственная центральноазиатская страна, государственные органы которой пытаются бороться за своих мигрантов. Почему не борются Узбекистан и Таджикистан и Кыргызстан, я объяснить совершенно не могу. Хуже всех вел себя до последнего времени Кыргызстан. Дай бог, с приходом нового посла будут какие-то улучшения, но Кыргызстан не просто не помогал, а подставлял своих граждан. А Узбекистан не интересуется судьбой своих граждан. Вот вообще, обращайся, не обращайся, проси, не проси. Просто вот реакция никакая. А как вы думаете, вот какова будет тенденция? Трудовых мигрантов станет меньше из-за этих законопроектов? Или все-таки кусок хлеба хочется заработать, а эти страны, откуда они едут, если не сказать нищие, то очень бедные? Какова будет тенденция? Уже тенденция есть, она уже есть с начала войны. Если в начинается вот это дерьмо ваше, 2019 году было 16,5 миллионов мигрантов, из них 11,5 миллионов трудовых, то на сегодняшний день мы пришли к 6,5 миллионам мигрантов и 1,7 миллионов трудовых. Буду пиздеть нахуй до тех пор. Аллах Та'аля пока дает мне возможность. Будет продолжаться вам, блядь, нахуй, глаза буду открывать нахуй, которые у вас в заднице нахуй. Новых вот этих вот изменений в закон. Урусна пока бірге еще башламыз будет нахуй, то, что изменится качество миграции. В России будут ездить только те, кто заведомо согласны нарушать закон, заведомо согласны платить взятки и заведомо не хотят оформлять документы. То есть Россия, которая так долго мистифицировала, мифологизировала, изобретала криминального мигранта, наконец его себе получит. Сейчас мигранты совершают в 52 раза меньше преступлений, чем россияне при подушевом пересчете, подчеркиваю, подушевом. Я думаю, что они сравняются и опередят, если Россия будет добиваться именно того, чего она добивается сейчас. Как часто вы получаете жалобы от граждан Таджикистана, которые получили российские паспорта, их отправляют на фронт, как это предложил и делает глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, я это назвал бы утилизацией мигрантов на войне. Вот эти жалобы вы рассматриваете? Да, периодически они поступают. К сожалению, россиянам помочь я уже не могу. Никто не в силах вмешаться в эту ситуацию, потому что они вступили в конфликт со своим государством. Никакое посольство за них не вступится. Закон на стороне, к сожалению, России. Да, безусловно, нельзя принудительно заставлять подписывать контракты, но доказать, что это подписание контракта было принудительным, в российских судах нельзя. Из всех международных инстанций Россия фактически вышла. Поэтому россиянам с миграционным бэкграундом помочь практически невозможно. Мне стали последние 1,5 месяца чаще поступать обращения от мигрантов, не получивших российские паспорта, а именно имеющих текущий миграционный статус, которых под разными предлогами опять пытаются запихать в военкомат. И очень много
именно граждан Таджикистана, желающих получить российское гражданство, получают заявление от миграционных органов, что они никак не получат российское гражданство, кроме как через участие в войне. Другого способа им говорят нет. И я говорю, ребята, вам очень повезло. Вам повезло, что вам отказали, не надо быть гражданами России сейчас. Валентина, спасибо за интересную беседу. Моим гостем была правозащитник и